Прямой эфир телеканала «Якутия-24». Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите далее. Весна пришла, хлопот принесла. В Якутске власти ведут уборку и вывоз снега с улиц и дворов, однако горожане пока недовольны. Новая жизнь в новой семье. Двоих девочек в Ленске женщина взяла под опеку. Ранее мать этих детей лишили родительских прав. Парк «Золотой» проект новой площадки отдыха населения представили жителям Алданского района. Развитие интеллекта за игровым столом в Якутске набирает популярность стратегическая игра «Го». Что это за вид спорта? Дошкольное образование, инвестиции в будущее. На этом республиканском форуме победил столичный детсад «Прометейчик», за счет чего выделили это учреждение. Правительство России поможет регионам в реализации национальных проектов. Кроме того, будет рассмотрена возможность заключения с регионами соглашений о трансфертах из федерального бюджета сразу на весь срок реализации этих проектов. В резолюции, которую подписал премьер-министр Дмитрий Медведев в адрес глав регионов, говорится, что руководство субъектов должно обеспечить проведение мероприятий по скорейшему заключению соглашений по реализации мероприятий национальных программ и доложить о результатах этой работы руководителям проектных комитетов для подготовки докладов Президиум Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Вопросы экспорта и развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока обсудили сегодня во Владивостоке. В совещании принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Как сообщил полпред Юрий Трутнев, объем финансовой поддержки сельскохозяйственных проектов по линии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики превышает 10 миллиардов рублей. По его словам, для реализации инвестпроектов в сельском хозяйстве Министерством предоставляется комплекс мер поддержки. Для реализации инвестиционных проектов Министерством по развитию Дальнего Востока предоставляется комплекс мер поддержки, в том числе режим территории опережающего развития, налоговые, таможенные льготы, предоставление земли, создание инфраструктуры. Общий объем государственной поддержки по линии Министерства по развитию Дальнего Востока превышает 10 миллиардов рублей. В то же самое время необходимо сказать, что проблем в реализации сельскохозяйственных проектов пока еще достаточно. Это неблагополучная эпизоотическая ситуация по ряду районов. Низкое качество земель, необходимость мелиорации, недостаточность мер финансовой поддержки, неразвитость зерновой базы. Отдельно хотел бы выделить необустроенность и низкую пропускную способность пограничных пунктов пропуска. Социальные пенсии и пенсии по гособеспечению будут увеличены с 1 апреля на 2%. Постановление об этом подписал премьер Дмитрий Медведев. После повышения средний размер социальной пенсии составит 9266 рублей. Пенсии повысятся у военнослужащих, у членов их семей, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком жителя блокадного Ленинграда, у пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей. Произойдет рост социальной пенсии и пенсий по гособеспечению и у других их получателей. В Якутии с начала года свыше 3500 человек получили повышенную пенсию. Все они жители сельской местности, проработавшие в сельхозотрасли 30 и более лет. Работа по увеличению пенсии продолжится и весь текущий год. Об этом было отмечено на итоговом совещании в управлении Пенфонда по республике. Кроме этого, в связи с пенсионной реформой в стране введен особый статус лица предпенсионного возраста. На сегодня в Якутии уже более 1500 человек получили специальную справку о попадании в эту категорию. Им уже с начала года предоставлены различные льготы, например, оплачиваемые рабочие дни во время диспансеризации, высокие пособия по безработице.
Льготы будут предоставляться тем гражданам, которые до достижения возраста остаются 5 лет. Взаимодействие будет проходить с нашими партнерами, это в основном Центр занятости, Федеральная налоговая служба и, конечно же, с работодателями. Также и граждане могут прийти к нашей клиентской службе, получить данную справку о этом статусе. К другим новостям. Некоторым иностранным судам разрешили провозить сжиженный природный газ по Северному морскому пути. Документ рассчитан до 2043 года. Изменения коснулись судов, договоры фрахтования которых заключены не менее чем на 15 лет. Они смогут провозить природный газ, включая сжиженный природный, а также газовый конденсат, если их добыли в России и погрузили в порту Сабетта. В Якутске объявлен санитарный трехмесячник. Администрация сообщает о ведении плановых работ по уборке и вывозу снега, очистке наледи с улиц и дворов столицы. Однако жители указывают, что делается пока явно недостаточно. Жалуются как автомобилисты, так и пешеходы. В теме разбирался наш корреспондент Николай Борисов. По данным Министерства ЖКХ и энергетики, в прошлом году уровень снега в столице республики составлял 90–110%. Однако в этом году он уже составляет 130–150%. Дмитрий Садовников настоятельно рекомендовал городу Якутску профинансировать профильные предприятия города Якутска, в том числе Якутдорстрой. За вывозом снега приходится наблюдать активистам-общественникам. Ровно месяц назад они уже выезжали на полигон уборки снега и зафиксировали нарушение отсутствия ограждающего бордюра, который завален снегом. Прошел месяц, а нарушение так и не исправлено. Самая такая интересная ситуация, то что вот мы можем посмотреть через дорогу, у нас находится сам полигон. И, наверное, очень тяжело через забор буквально вывести отсюда снег. И такая ситуация у нас очень много на многочисленных улицах нашего города. Имеется такая же ситуация, что ненадлежащая уборка по этому поводу. Мы не раз писали и обращались и в прокуратуру города Якутска по поводу того, что необходимо привести в соответствие с ГОСТом. Тяжело приходится не только автовладельцам, но и пешеходам. А вообще замечали, часто ли такие неудобства возникают? Есть, бывает. Чистить надо. Чистить надо просто. Все долбить снег. Да не так много, но есть. Бывает, говорю, местами. В Якутдорстрое говорят, что за текущий месяц уже вывезено 93 тысячи кубометров снега. А в прошлом году 100 кубометров было за весь март. Работы ведутся в 2 смены по 80–90 единиц техники. Но их столько же, сколько в 2018-м. А объем снега нынче в 2 раза больше. У городских властей было запрошено 560 миллионов, однако выделено всего 480. У нас периодичность есть по каждому, допустим, центр города мы выбираем Красноярова, Дзержинского, Ленина 4 раза выбираем. Прилегающие улицы выбираем 2 раза в месяц. Марха, допустим, пригородные районы, Марха, Табага, Катасы выбираем 2 раза в месяц. Удобно ли вам перемещаться в данный момент по улицам? Нет, неудобно. С коляской неудобно. На машине скорее больше езжу. Полос не видно, ямки, дырки там всякие есть. Мешает. Сегодня снежные завалы на многих улицах города мешают и автолюбителям, и пешеходам, которые буквально вынуждены карабкаться по ним. Люди опасаются несчастных случаев и даже летальных исходов. Но самое страшное ждет столицу весной, когда этот снег растает. Николай Борисов, Павел Пахомов, Якутск. Жительница Ленска взяла под опеку племянниц, которых хотели отправить в детский дом. Мать этих девочек лишили родительских прав, однако из-за маленькой жилплощади детей под опеку женщине отдать не могли. Тогда женщина решила обратиться лично к главе района с просьбой о расширении жилищных условий. Вопрос в итоге решился благополучно. Анна Кожевникова расскажет подробнее. Сегодня в этой просторной квартире суета и торжественная подготовка. Супруги Николай и Людмила решили взять в свою семью на воспитание племянниц. Как тетю зовут? Люда. А вы в гостях у нее, наверное, уже бывали, да? Да. Расскажите, какая она? Хорошая. Добрая.
Людмила – молодая мама 2 сынишек. И в один прекрасный день она узнала, что ее племянниц 8-летнюю Александру и 7-летнюю Светлану планируют отправить в детский дом в город Алдан. А родители лишили родительских прав. Девочек хотели увезти уже в Алдан. Я так понял, в другой приют. Мы решили, что они поедут и зачем разлучать, когда все родственники здесь. Посидели, подумали, решили, если нам одобрят с квартиры, то мы их забираем. Она незамедлительно обратилась в отдел опеки и попечительства Ленского района с заявлением на опекунство. И все бы хорошо. Людмила педагог, работает в детском саду «Сказка». Ее супруг тоже имеет постоянное место работы в Сургутнефтегазе. Характеристики все положительные. Да обнаружилось одно «но». Маленькая жилплощадь, не позволяющая взять племянниц в свою семью. Тогда Людмила обратилась лично к главе района Жомарту Абельманову. Суть просьбы заключалась в следующем. Она бы хотела взять девочек под опеку, но, к сожалению, в силу законодательства у нее жилплощадь, это однокомнатная квартира, где проживает кроме нее еще муж и 2 детей, не позволяла это делать. И никакой отдел опеки и попечительства, конечно, ей в этом отношении уже помочь просто не мог. И буквально на следующий день получила ключи от 4-комнатной квартиры, которую передали Людмиле по договору соцнайма как работнику бюджетной сферы. Острый квартирный вопрос, как оказалось, может повлиять на человеческие судьбы и кардинально изменить будущее маленьких детей. Девочек я знаю давно. Я очень рада, что девочки попадут в хорошую семью. Девочки отзывчивые, добрые, ласковые, любят учиться, любят рисовать. Девочки ходят на рисование. Последние штрихи, и комната для сестер Александры и Светланы будет готова. Для них начнется новая жизнь в семье, где любят, заботятся и помогают справляться с трудностями совместно. Хочется, чтобы для каждого малыша находился такой дом, где их ждут люди с добрыми сердцами. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас короткая пауза. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Парк «Золотой» – проект новой площадки отдыха населения представили жителям Алдана. Развитие интеллекта за игровым столом в Якутске набирает популярность стратегическая игра под названием «Го». Что это за вид спорта? Дошкольное образование и инвестиции в будущее. На этом республиканском форуме победил столичный детсад «Прометейчик», за счет чего выделили это учреждение. Якутия-24 в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Прокуратура Алданского района провела проверку по факту гибели ребенка в результате схода снега с крыши 4-квартирного жилого дома. Установлено, что с 2006 года этот дом передан в муниципальную собственность поселка Нижний Куранах. В ходе проверки выявлено нарушение при содержании жилфонда, не производилась своевременная уборка снега с крыши. В связи с этим прокуратура возбудила административные дела в отношении ответственного должностного лица и администрации муниципалитета. Кроме этого, эта трагедия с гибелью ребенка стала причиной проверок и в городе Алдан, Таммот, поселке Ленинский. По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения при содержании муниципального жилищного фонда, в связи с чем прокуратурой вынесено 9 представлений и возбуждены 10 дел об административных правонарушениях. Национальные диаспоры Якутии осудили резонансное преступление, совершенное в отношении жительницы Якутска. Лидеры общественных организаций внесли ряд предложений по укреплению межнационального согласия. Виновные должны понести наказание, вот это мое мнение. А вот те, которые не виноваты ни в чем, они не должны страдать из-за этого, из-за одного человека. И чтобы все это касалось всех народов, всех людей, буквально всех, это, считаю, очень неправильно. Тот, кто провинился, он должен понести наказание. Он должен быть по всей строгости российских законов. В Нерингре разработка всесезонного центра отдыха «Амикан» претендует на победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в текущем году. Автором эскизов выступила архитектор Айталина Брызгалова. Там появится этноцентр и зона для занятия спортом. Значительно должна преобразиться и территория парка техники. Отмечается также, что «Амикан» получит инвест-привлекательность для малого и среднего бизнеса. В перспективе база отдыха станет центром туризма в Нерингре. Что касается эксплуатации, здесь, конечно, хочется
призвать в основном молодежь, потому что все активации, вся креативная экономика, она сегодня нацелена на поиск интересных форм организации досуга людей. То есть какой ряд мероприятий, так называемое культурное программирование, это задача как раз городских сообществ. А таких сообществ во всех городах великое множество. И задача муниципалитетов, администрации муниципалитетов находить и поддерживать вот эти интересные факторы развития. А в алмазной столице также по программе «Комфортная городская среда» ежегодно вводят новые объекты благоустройства. В прошлом году это была площадь в городском парке, а на этот год местные власти разработали проект облагораживания берега реки Ирелях. По условиям программы проект должен быть согласован с общественностью. Для этого всех активных горожан пригласили и провели встречу. О чем говорили и какой в итоге будет новая зона отдыха, расскажет наш коллега Роман Муконин. Публичный семинар по проектированию провели в МРТК руководители городской администрации Мирного. Для этого пригласили общественность и представителей бизнеса. Им представили новый проект зоны отдыха на реке Ирелях. Как раз для его утверждения чиновникам было необходимо мнение горожан по расположению объектов, а предпринимателей просили подумать над созданием рабочих мест и тем, как в дальнейшем распорядиться новым парком. После обустройства всей этой зоны, нам нужно будет понять вообще, в принципе, по какому пути идти. То ли по пути, как в парке мы делаем с вами, за счет бюджетных средств разыгрывается аукцион, выбирается на электронных торгах подрядчик, который будет содержать и обслуживать всю эту зону, я не знаю, как в городском парке. Тогда это опять денежные средства бюджета, которых мы вам вначале сказали, у нас недостаточно. Тогда, может быть, можно подумать о том, что передать либо в госведение этот объект, либо в концессию, по договору концессии, на 49 лет. Проект разработан архитекторами из Якутска. Он включает в себя пляж, велопрокат, сцену, детскую площадку и кафе. К нему были созданы несколько вариантов логотипов. Их теперь обязаны иметь все подобные объекты. Все мнения присутствующих, высказанные по делу, фиксировались, после чего вводились изменения. Это могло касаться всего, от материалов отделки до экономической обоснованности стоимости разных услуг. Я пришел, потому что считаю это долгом каждого активного гражданина, не безразличного, который видит будущее этого города, участвовать в подобных мероприятиях, высказывать свою точку зрения, свои пожелания, чтобы потом не разводить руками, не говорить, как так получилось. Я вносил некоторые приложения по зонированию, по распределению зон, которые очень шумные, которые менее шумные, спокойные. Это тоже было реализовано. Сейчас это довольно грамотно, все скомпоновано. На мой взгляд, достаточно интересный и любопытный проект для города Мирного. Конечно, хотелось бы более продуманные получить варианты, но понятное дело, что для предварительного варианта это вполне себе неплохо. На мой взгляд, я лично предлагал у нас обратить на такую важную деталь любого общественного пространства. Это туалеты всего-навсего. И хотел обратить внимание на то, что они должны быть бесплатны для населения. В итоге общими усилиями удалось определить некоторые параметры по примерному количеству работников, тематическому наполнению зон и многого другого. Мы наблюдаем вовлеченность общества и горожан, вовлеченность горожан в проект. Степень его вовлеченности растет, и это очень приятно. И вот эта встреча в формате проектного семинара, я считаю, что она для первого раза очень удалась. Теперь проект будет направлен в Москву на рассмотрение конкурсной комиссии Минстроя России. И если он пройдет все необходимые процедуры, Мирный получит федеральное финансирование на его реализацию. Роман Муконин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Еще один проект по программе «Комфортная городская среда» обсудили жители Алдана. Это парк «Золотой». Все подробности и детали того, как это все будет выглядеть, у Руслана Павлова. Занимающим бизнесом. Парк «Золотой» – так называется очередной проект, который может украсить город Алдан. От методологии создания проектов в институтах давно отказались, поэтому главным в разработке сегодня является общественное сознание. Сейчас методология проектирования совсем другая, современная. Прежде чем что-либо начинать, все начинается именно с вовлечения самих жителей, потому что именно они являются конечными пользователями этих территорий. Вообще особенно это важно для проектирования общественных пространств. Территорию, которую захотели сделать комфортные алданцы по версии проектировщиков, называется «Парк Золотой». Брендбук не случайный и привязан к истории, менталитету местных жителей и территории, где они проживают.
Парк станет площадкой отдыха для всех возрастных категорий. Людям будет предложен как активный, так и спокойный отдых. Для детей проектировщики приготовили особый сюрприз. Например, детская площадка в виде драги. Это тоже предложение только для Алдана. Такой площадки при реализации, да, нигде, мне кажется, в других городах еще нет. То есть дети смогут получить, во-первых, представление об истории вообще золотодобывающей промышленности. При этом они, конечно, получат именно вот тот спектр своих детских развлечений, когда они могут там водичкой, песком играть. Такие вот интересные предложения предложили наши архитекторы. Проект круглогодичный и многофункциональный и будет использоваться не только для отдыха, но и для создания творческих площадок, развития малого и среднего бизнеса. В целом очень понравилось. Презентация очень понятная, подробная, яркая. И тот молодой архитектор, который приехал к нам из Якутска, она, в общем-то, все наглядно и очень по-простому, понятно все рассказала, что планируется, как это будет выглядеть в будущем. И мне кажется, если этот проект реализуется, то, я думаю, будут рады все жители и гости нашего города, от мала до велика. Проект по праву претендует на победу. Если удастся это сделать, то город получит уникальный современный парк отдыха и досуга. Руслан Павлов, Сергей Шепачев, Алдан. Столичный детский сад номер 18 «Прометейчик» стал победителем Республиканского форума «Дошкольное образование. Инвестиции в будущее». Детсад начал работу в 2015 году и за это время стал одним из инновационных образовательных учреждений. Более 300 воспитанников сада занимаются не только базовыми предметами, но и робототехникой, лего-конструированием и шахматами. Сюжет Ульяны Шагиной. Дмитрий Морозов 25 лет работает дошкольным педагогом. Год назад его пригласили в «Прометейчик», где он в игровой форме обучает детей игре в шахматы. Детский сад работает над реализацией республиканского проекта «Шахматы детям». Работает и кружок «Белая ладья», где воспитанники сада с удовольствием изучают шахматные фигуры. Я люблю шахматы играть, потому что мы все время играем с дядей Масином и с папой. Шахматы – одно из направлений, где развивается у нас как логическое мышление, так у нас развивается математическое мышление, зрительная память. Помимо шахмат, дети здесь изучают языки, национальную культуру, основы театра и музыки. Этому их обучают приходящие специалисты Арктического института культуры и искусства. С недавних пор начали практиковать детско-взрослые сообщества, которые помогают детям выявлять свои творческие качества и учат общаться между собой. Их у нас 25, этих детско-взрослых сообществ. Они абсолютно бесплатные. И ребенок с 10 до 11 имеет право ходить, посещать разные занятия по своему выбору. И по музыке, и по робототехнике, и по национальной культуре, и по двуязычию. Коллектив детского сада гордится своим мини-технопарком. В нем притворяются в жизни программы федеральных проектов STEAM-образования в детском саду. Также дети здесь учатся роботомоделированию и конструированию. А сами педагоги называют технопарк современной научно-образовательной площадкой. Дошкольное учреждение в основном, ориентируется именно на развитие одаренности. И поэтому мы пытаемся, чтобы в нашем дошкольном учреждении дети развивались всесторонне. Сегодня «Прометейчик» является примером для других образовательных учреждений. По их методике обучаются педагоги более 90 садов республики, а студенты Якутского педколледжа проходят здесь подготовку к чемпионату WorldSkills Russia. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске набирает популярность игра «Го». Главная стратегическая настольная игра Азии всемирное распространение получила в 20 веке. Игра в России уже зарегистрирована как вид спорта. В эти дни в Якутск впервые приехала многократная чемпионка Европы и России по игре «Го», заслуженный мастер спорта Наталья Ковалева. Сюжет Александра Зубехина. Данное мероприятие – это и турнир, и обучение, и возможность познакомиться с игрой мастеров. Попробовать разыграть на игровой доске свою стратегию белыми и черными камнями смог и любой желающий. Я обычно трачу на игру примерно 20-30 минут. Но это быстрая игра. Играть серьезно, то примерно час от часу. Шахматы – это игра на уничтожение. А здесь считаю, что как в жизни. Что-то должен отдать, что-то должен иметь.
Правила игры Го очень простые. Для нее нужно вот такое поле, состоящее из линий, 2 чаши, фишки белого и черного цвета, которые называются камни. Их можно поставить в любой части поля на пересечении линий. Побеждает тот игрок, у которого больше всего очков территории. Для того, чтобы подсчитать очки, мы считаем количество пересечений линий внутри территории белых и черных. И тот, у кого будет больше очков в конце партии, тот и выиграет. Планы у сообщества Го в Якутии большие. Циклы лекций об игре, мастер-классы в школах и даже детских садах. Очень надеемся, как сейчас мы приехали в Якутию. Также мы планируем, что сильнейшие наши учителя российские будут приезжать, тоже давать мастер-классы, обучать. Ну и плюс, конечно же, якутские игроки будут приезжать в другие регионы, как, собственно, они уже делают. На данный момент Дальний Восток является приоритетным регионом развития этого вида спорта. В 2020 году во Владивостоке пройдет 41-й чемпионат мира по Го среди любителей. Одна из задач республиканского отделения – подготовить собственную команду. Мы хотим развивать наше местное отделение, чтобы перейти уже от клубного вида к спортивной федерации, чтобы у нас федерация заработала полную силу, у нас чтобы появились свои судьи, свои тренера, свои чемпионы. Возможно, кто-то из людей, которые сейчас играют в Го, станут чемпионами международных интеллектуальных игр. Это наша цель, и мы будем с ней стремиться. В Китае, Корее и Японии эта игра уже много лет интегрирована в систему образования и помогает готовить новое поколение управленцев и IT-специалистов. Ведь главным фактором успеха в цифровой экономике является умение находить нестандартные решения задач. Так, развитие игры Го в Якутии должно внести свой вклад в работу создаваемого IT-кластера. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе.